Друзья, всем привет, с вами Тимур, и сегодня в этом видео мы с вами будем еще глубже изучать Инстаграм и его функциональность. Я хочу вам показать несколько довольно-таки крутых, я не могу сказать прям новых, эксклюзивных, но очень крутых фишек и функций, о которых вы, скорее всего, не знали и не догадывались, но после того, как я вам покажу, вам это точно понравится, потому что я сам был удивлен, когда я только узнавал об этих функциях. Погнали! Для начала открываем наш Инстаграм. Вот как он выглядит. Можете, кстати, на меня подписаться в Инстаграме также, никого не заставляю, кому интересно. Так, теперь переходим в раздел Stories. Я открываю камеру, вот он я в пижаме, все офигительно. Теперь переходим в раздел Создание, после чего вы тут можете, допустим, написать какой-либо текст. Вот так вот поменять. Нет, фон как поменялся, я не помню, как менялся фон. Кстати, вот. Как можно поменять фон? Все, наверное, об этом уже знают. Что тут интересного? Можно вот сюда вот поставить, допустим, GIF. И давайте напишем что-нибудь, поищем среди этих, как сказать, гивок или как это называется. Пускай будет Apple. Смотрите, вот так вот можно поискать, поставить. Это очень круто. Как прям в Гугле поищите, найдете то, что вам нужно, и опубликуйте. Офигительно. Следующее, то, что я вам хочу показать, это кастомные фильтры. Опять же, открываем Инстаграм, вот он я. Смотрите, тут есть вот такие вот фильтры, новые видео на канале. Да? Я могу перейти вот сюда, вот, я нажал вот сюда, увидели? Теперь можно перейти в раздел просмотра эффектов. И тут у нас открывается целая планета вот этих вот масок. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Кстати, вы можете тут поискать, допустим, смотрите подразделение. Инстаграм, селфи, любовь, цвета, света, стили камеры, настроение, юмор и так далее, и так далее. Давайте, пускай будет вот это вот. Нажимаем на попробовать. О, смотрите, работает. Работает. Нет, это не хочу. Пускай будет вот это. Вау. С масками никого не удивишь, но просто я хотел вам показать то, что можно вот таким вот образом именно поискать эти маски и потом уже применять. Наверное, это будет очень актуально для девушек. Следующее, то, что я хочу вам показать, это то, что, допустим, у каждого человека, наверное, такое бывает. Вот ты открываешь фотку, она тебе не нравится, ты хочешь, чтобы она вообще не была у тебя вот здесь вот в профиле, и удалять просто не хочется. Нажимаем на вот эти вот три точки в правом верхнем углу, и теперь тут есть такой, не теперь, это давно уже было, раздел «Архивировать». Можно вот так вот нажать. Смотрите, все это дело исчезло у меня с лицевой страницы. Я не знаю, как это назвать. Теперь переходим вот сюда, вот на три линии в правом верхнем углу. Переходим в раздел «Архив». Вот так вот. У меня архив со сторисом открывается. Мы нажимаем на архив и переходим в раздел «Публикации». Вот эта публикация у меня тут стоит. Я могу опять же нажать на три точки вот здесь вот и нажать на «Показать в профиле». После этого у меня эта фотка обратно вернулась сюда. Смотрим дальше. Допустим, скажем то, что вы хотите опубликовать какую-либо фотку. Давайте, пускай будет вот эта вот фотка. Нажимаем на «Далее». Далее. Тут можно, конечно же, написать описание к этой фотке. Нажимаем на «Ок». И смотрите, когда-нибудь вы замечали то, что есть вот здесь вот такая вот, я не знаю, функция расширенной настройки. Нажимаем сюда. И есть такой вот вариант, как написать альтернативный текст. Что он означает? Смотрите. Альтернативный текст описывает ваши фото для людей с нарушенным зрением. Он может быть создан автоматически, или вы можете написать собственный. Допустим, нажимаем сюда и пишем тут подробно, то есть можем описать тут подробно эту фотографию. Я не буду вам показывать, как это будет выглядеть в деле. Вы можете сами опубликовать и посмотреть. Давайте так вот заинтригуем, и каждый попробует и узнает, что и как это работает. Что очень круто реализовано в Инстаграме, это, допустим, открываем фотку и видим то, что тут комментарии, допустим, да. Я могу открыть вот так вот комментарии и, допустим, выбрать какого-либо человека. Давайте, пускай это будет вот этот вот человек, видите. Я делаю вот такой вот свайп, нажимаю на вот этот вот значок. После этого есть такой вот раздел, как «Ограничить» и этот профиль. Нажимаем на «Ограничить». Смотрите, что я делаю. Защитите себя от нежелательных взаимодействий. Пользователь, которому вы ограничиваете доступ, не узнает об этом. Только вы и этот человек будете иметь его или ее новый комментарий к вашим публикациям. То есть вы будете видеть только его комментарии, и никто другой не сможет вам написать какие-либо комментарии под вашим постом или же видео. И последнее, то, что я вам хотел показать, это перехожу вот сюда, вот, архив. Загружайся быстрее. 2 hours later. Вот он у нас архив. Опять же, теперь переходим в раздел истории.
перешли, я нажимаю на вот эту вот историю. Смотрите, я могу вот так вот свайпнуть вверх, и у меня получается тут 3 сторис. Почему? Потому что тут я вижу только те сторисы, которые я опубликовал в данный день, в этот день. И можно нажать вот сюда, вот на стрелочку вниз, после чего мы можем таким образом сохранить все эти 3 сторис как слайд-шоу, как одно видео. Это очень круто. Я перехожу в галерею. Смотрите, вот это видео. Как слайд-шоу у меня эти сторис сохранились. Это очень круто. А на этом все, ребятки. Я надеюсь, эта подборка вам понравилась. Если так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на меня в Инстаграм и оставляйте ваши комментарии. А с вами был Тим Лайн. До новых встреч. Всем пока.